Уважаемый Владимир Владимирович, хочу искренне поблагодарить вас за особое внимание к вопросам национальной политики. И это уникальная возможность для представителей множества народов нашей страны напрямую озвучить первому лицу государства волнующих их вопросов. Я бы хотел остановиться в двух нерешенных вопросах, коротко, учитывая, что усталость есть. Одна из них – проблема вынужденных переселенцев из села Хурахуба и Урянуба, бывших российских анклавов, переданных согласно межгосударственному договору 2010 года Азербайджанской Республики. Уважаемый Владимир Владимирович, в 2013 году я озвучил вопрос вынужденных переселенцев в беседе с вами. И огромное вам спасибо, вы выразили полное понимание и поддержали меня. Вами было дано поручение номером ПР 1923 от 13 августа 2013 года полпреду федеральным структурам, что российских граждан обустроит Республика Дагестан. Но, к сожалению, вопрос помощи хурахубинцам до сих пор не решен. Несмотря уже прошел 7 лет с момента вынужденного переселения наших российских граждан из анклавов Азербайджана. До сих пор в течение 7 лет Дагестан находится в стадии уточнения списков лиц, которые нуждаются в помощи. Уважаемый Владимир Владимирович, я очень прошу вас и обращаюсь к вам с просьбой от имени хурахубинцев, их всего 600 человек, которые потеряли все. Даст поручение ответственным государственным структурам для скорейшего решения вопроса оказания помощи этим людям, нашим соотечественникам, которые вынуждены были оставить свои дома, все, что были в другой республике. Второй крайне наболевший вопрос, который я хотел бы затронуть, связан с угрозой гибели уникального реликтового Самурского леса, расположенного в Южном Дагестане, в дельте реки Самур. Из постоянного воздействия хозяйственного действия человека это уникальный не только для региона, для всей нашей страны экосистемы погибает. По оценкам экспертов, за последние несколько лет, десятилетий, площадь Самурского леса сократилась в 4 раза. Окончательный удар по Самурскому лесу и экологии всей окружающей территории может быть нанесен в случае завершения строительства так называемого водопровода Самур-Дербент. Согласно проекту, планируется выкачивать грунтовую воду с территории леса непосредственно чтобы обеспечить город Дербент и Избербаш, города Южного Дагестана. Ведущие ученые, экологи, гидрологи в один голос заявляют, что Самурский лес существует только за счет грунтовых вод. И категорически нельзя этой территории реализовать подобные проекты, иначе вся экосистема погибнет. Более того, по прогнозам экспертов, в случае выкачивания подземных вод в этой зоне образующейся пустоты начнет проникать соленая морская вода, что окончательно превратит заповедный край в пустыню. Экспертам было предложены разные варианты, альтернативные варианты. Остается непонятным, почему при имеющихся возможных других вариантах авторы этого проекта, губительного проекта, так настаивают в этом. Отмечу, что на территории, прилегающей к Самурскому лесу, народ его называет Самурская долина, проживает минимум 50-60 тысяч человек. В случае экологического бедствия все эти люди будут вынуждены переселяться из своих родных земель. Таким образом, мы вдобавок получим социальные и гуманитарные проблемы в масштабах целого региона. Куда нам 60 тысяч человек из этого региона? Равнины в Дагестане земли нету, это земли других народов, они не гостеприимных будут принимать, это жители Самурской долины. Поэтому я очень прошу вас, Владимир Владимирович, благодаря усилиям общественности, экспертного совета на местных жителей в начале 2014 года проект удалось временно заморозить. Было проведено слушание в Общественной палате России и в Общественной палате Республики Дагестан. Направлены сотни писем в различных инстанциях, в том числе федеральные ведомства, с приложением экспертных заключений. Но попытки возобновить строительство и бурение скважин именно вблизи Самурского леса не прекращаются. Подчеркну, что это все происходит, несмотря на постоянные массовые протесты местного населения, которые
берется за свои конституционные права и благоприятные окружающей среды. Тем более 2017 год вами объявлен годом экологии, важной целью которой является привлечение внимания общества к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас обратить внимание на озвученные мной проблемы и поручить ответственным федеральным ведомствам и региональным властям рассмотреть альтернативные варианты снабжения водой населенных пунктов Южного Дагестана. Это позволит избежать экологические и социальные катастрофы в Южном Дагестане и сохранить Самурский лес, уникальный памятник природы и достояние всей России. Благодарю за внимание. Спасибо. Что касается переселения, то этот вопрос уже в программе стоит, в программе развития Северного Кавказа. 25-й год. Поэтому будем двигаться, постараемся. По Самурскому лесу это мы отдельно посмотрим.